А мы продолжаем наш эфир. У нас в студии гость. Это утро с нами встречает режиссер Амур Амирханов. Доброе утро. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Доброе утро, Юрий Михайлович. Хотелось бы поговорить о вашем проекте. Как вообще заразилась идея? Мы сняли свое первое кино во время монтажа своего первого кино, которое короткий метр «Сойти с Инзоули». Уже думали о том, чтобы создавать свою киностудию. И первым проектом этой киностудии, естественно, должен был стать национальный фильм, исторический, по моему мнению. Потому что мне интересна история, мне интересно воссоздавать исторические облики, образы, и тем более, которые связаны с ингушским народом. Если наш первый фильм там получил рецензию Академии наук России о полном историческом соответствии эпохи, то и в этом фильме мы все досконально изучаем и в плане костюмов, в плане образов и так далее. Поэтому интересно было историческое кино снять. О чем снимать, если не о ингушах, не о ингушской истории. Угу. А как проходит создание самого кинопроекта? Сложновато. Есть какой-то план? План есть, и мы его придерживаемся. План есть, и мы его придерживаемся. Кино – это такая очень сложная вещь, потому что мы начинали, когда это было 2 года назад, а после этого начались известные события, против нашей страны ввели санкции, и многократно повысилась стоимость кинопроизводства в стране. Стоимость специалистов, стоимость техники, аренды, изготовления, пошива костюмов там, и так далее, и так далее. Поэтому с этим возникли сложности, потому что то, что мы рассчитывали изначально, сейчас, конечно, стоит совершенно других денег, совершенно других человека и энергозатрат. Угу. Вот в этом сложности. Сложности в скрупулезности, сложности в подборе массовки, сложности в том, что это ингушское кино, сложности в том, что это ингушские костюмы, своеобразный стиль, образы, антураж, даже ботинки совершенно другие ингуши носили в 70-х годах, да, чем по всей стране. Поэтому вот в этом в скрупулезности, в исторической точности сложности. Ну и творческие задачи, когда тебе приходится решать. Мне в ручном режиме приходится искать где-то старую «Волгу», где она подешевле, за 200 километров ехать, да, и одновременно и творческие задачи решать, и логистические, и, в общем... То есть вы не только режиссер этого фильма, да, но также продюсер, да, и копатель, да, и декорации я строю, и продюсирую, и людей подбираю, и команду, и актерство. Ну, вы автор, да, сценария? Да, я автор сценария и режиссер, да, так получается. И сам танцую, и сам пою, сам билеты продаю, короче, про меня. То есть вы адаптируете ингушский язык так, чтобы было его легче понимать, насколько я понимаю, да, актерскому составу и в целом зрителю? Мы стараемся придерживаться того, как говорили тогда, в 70-х годах ингуши, тем более взрослые ингуши. Люди, о которых я снимаю кино, это известнейшие ингушские личности, герои ингушского народа, такие как Джабраил Картоев, Идрис Базоркин, Ахмед Газдиев, там, Султан Плиев там, и так далее, и так далее. Это известные люди, и они говорили, у них был правильный ингушский язык. Они говорили на правильном ингушском языке. Поэтому я, конечно же, консультируюсь с людьми, которые знают и понимают ингушский язык, профессионально им занимаются. Вот. У меня нет задачи стать более доступным. У меня есть задача поставить памятник этим людям, которые стояли у истоков восстановления Ингушетии. Угу. Вот, как проходит подбор актерского состава? Угу. Вот вам легче работать с профессиональными актерами или наоборот, с непрофессиональными? Ну, в первую очередь, это личностный контакт правильный. Надо понимать психологизм отношений между персонажами. И если ты понимаешь задачи, которые у тебя должны быть в кадре, как персонажи должны взаимодействовать, какую роль и какую задачу они должны нести, тогда ты можешь достучаться до любого человека. Сложновато, конечно, очень круто, так как у нас сейчас снимаются там народные артисты России, большие звезды кино российского. С ними, конечно, легче, потому что это большие профессионалы, ты им говоришь, задачу ставишь, они из дубля в дубль повторяют. Но мне очень интересно, вот и в первом кино в нашем, и в этом кино вообще непрофессиональные мальчишки играли ингуши. Мне очень интересно достучаться до их сути. Вот когда ты побеждаешь вот это, когда ты из обычного человека перед кадрами, когда на тебя нацелены, вот как сейчас камеры, свет, это довольно-таки сложно человеку неприученному, да, вытащить из него эмоцию. Вот это большая режиссерская победа, твой личный профессиональный рост. Ты должен так залезть к нему в душу и в сердце, ты должен так из него вытащить эмоцию, чтобы она была естественная, настоящая. И это должна быть эмоция, нужная тебе. Вот. Угу. Вот. Ну, то есть нужно поработать с ним дольше, чем с профессиональным актером, но вытащить все, что есть, да? Да, ты должен понимать людей. Все задатки. Да, ты должен понимать людей, у тебя должен быть бэкграунд общения с людьми, у тебя должен быть опыт
психологического общения, у тебя должен быть просто жизненный опыт, чтобы разговаривать с людьми. Я сегодня уже говорил на одном из интервью, что там какого-нибудь назрановского мальчишку попробуй выдавить из него слезу, да, когда на него еще смотрят, да, все. Вот этим я горжусь, когда я это делаю. Вы смогли, да, это сделать? Да, я это смог сделать, но я так нашел подход, я такие сказал ему вещи, что мне удалось это сделать в кадре, да, а там уже каким образом ты этого добиваешься, это уже не важно. То есть, получается, это основная работа режиссера, это манипуляция. Манипуляция, да? Да, это манипуляция, потому что только режиссер знает свой основной замысел, который должен быть в конце. Актеры, костюмы, свет, графика, проезжающие машины, щебетание птиц – это все часть твоего одного единого общего замысла, который должен работать на картину. Ты понимаешь стилистику, ты понимаешь образность, ты понимаешь, каким образом по синусоидной, как должно развиваться действие. Поэтому от этого ты строишь и всю картину. При всем моем уважении к актерам, у меня самого актерское образование, это просто куклы, которые работают в твоем замысле, да, но ты, естественно, если ты не найдешь к ним человеческий подход, ничего не будет работать. Да, если не сработаться, конечно. Общая цель должна быть как у режиссера, так и у актерского состава и всего технического даже персонала. Конечно. Каждый свет играет роль в фильме. Конечно. Сложно ли было привлечь известных актеров? Участвовать в данной картине? Да, конечно, сложно. Конечно, сложно, потому что у нас не хватает денег ни на что. Как я уже говорил, цены многократно выросли, а большие звезды стоят больших денег, и один их съемочный день достигает до 1,5 миллиона рублей. То есть бюджет не позволял, да? Конечно, не позволял, да и сейчас не позволяет. Нахожу подходы, показываю материалы, убеждаю, рассказываю. Они видят материал. Многие говорят, Амур, мы, в российском кино, давно такого подхода не видели. Мы, давно не видели, чтобы в российском кино так снимали. Тем более не Сарик Андреасян, да, какой-нибудь, а вот мы, которые только начинаем, имеется в виду, насколько скрупулезно мы подходим к работе. Мы лучшую технику задействуем, лучшие камеры. В общем, у меня работают крутые очень специалисты. Они видят сам материал, который даже черновой, который мы отсняли. И им самим интересно, у них просыпается азарт. Потому что со мной работают очень азартные люди в большинстве своем. А в каком месте проходили съемки? Насколько я понимаю, картина до сих пор снимается. Около половины отснято. Сейчас еще половина большая, одна из сложнейших частей предстоит, которая описывает все 70-е годы. Мы снимали в Казахстане, мы снимали в Узбекистане, еще где-то в Москве, в Ингушетии здесь снимали. Мы здесь начинали вообще в Ингушетии. Первую смену здесь съемочную мы здесь делали. Это было 23 февраля. Мы снимали депортацию именно 23 февраля здесь, в Таргиме. Мы построили огромные деревни. Символично. Да. И вообще это кино очень символично. И построили целую деревню, построили целый мост огромный через Ассу, технически 4-метровую, железный, зимой в феврале. По колено в холодной ледяной воде мы занимались сваркой, таскали бревна. Огромный физический труд. В Казахстане, в степи, да, тоже тяжелые вообще условия. Без воды, без света, без газа, вообще без ничего. Около 100 человек работало. Мы создавали поселок для спецпереселенцев, которые там жили. Чтобы было приближено к реальным. Конечно, да, конечно. И сейчас предстоят в Ингушетии съемки где-то в конце осени. Потом Москва, потом еще Узбекистан, потом еще Беларусь. В общем, так мы мотаемся по разным странам. Но есть наверняка временные рамки, когда примерно ждать картину. Я понимаю, что работа идет и что... У меня есть госконтракт с Министерством культуры России, по которому утвержденный контроль КПП мой. Поэтому КПП я должен сдать фильм в начале года, следующего, 2024 года. Это мой КПП утвержден. Я не могу его не сдать, потому что я подписал госконтракт. Естественно, мне не хватает катастрофически времени. Во-первых, природные всевозможные дела, потому что осенью мне нужно снимать осенью. У меня нет денег, чтобы снимать огромные павильоны, засыпать его снегом и снимать зиму зимой. Я вынужден подстраиваться в само течение истории, как оно придумано. Тем более я не могу отходить от сценария, который подан Министерству культуры России. Я не могу сегодня ногу на ногу закинуть, сказать, слушай, это мне не подходит, давай снимем. То есть сегодня не было снега, и не снимаем. Не было снега, и мы не будем его снимать, да? Поэтому жесткие рамки такие. Но еще моя задача, чтобы этот фильм вышел к 100-летию Республики Ингушетия, потому что именно так
он и был анонсирован, именно так он и был утвержден Министерством культуры России, именно так я его и презентовал. Собственно, история об этом, о восстановлении Республики Ингушетия, о тех людях, которые имели непосредственно к этому отношение. Мы очень ждем данную картину. Желаю вам удачи и, конечно же, плодотворной работы. Насколько я знаю, вы уже спешите на самолет, поэтому мы вас отпускаем. Эфир «Утро» продолжается, и не переключайтесь.